события. Але попри це, я все одно дуже обережно ставлюся до людей, які кричали на площах «Крим наш, спасіба Путіну за возвращення», а сьогодні так різко перефарбовуються. Ну, вибачте, це такий факт. То у мене питання. Дивіться, є дуже багато випадків, дуже багато, реально, зокрема і серед кримських татар, за їх проукраїнську позицію, до них вривалися силовики додому. Є випадки, коли цих чоловіків, громадські активісти, просто журналісти, просто звичайні громадяни, які відмовилися вивішувати російський прапор, їх або засуджували, або над ними знущалися, або їх вбивали. У мене питання одне до вас. Чому ви живий? Я хотел бы начать с того, что по поводу переформировался, так? Давайте вот такой пример приведем. Вот есть, допустим, школа, есть программа 1 класса, есть программа 11 класса. И если вы спросите у первоклассника вопрос там, из квантовой механики, он вам не ответит. И если вы спросите у 11-классника такой вопрос, уже что-то можно узнать. Вот то же самое. В 2014 году, грубо говоря, у меня уровень знаний 1 класса, позднее уже намного больше знаний. Что касается, почему я живой, ну, наверное, потому что я... Просто чому саме вам дали можливість вижити, навіть не в буцегарні? Мне никто не давал... А вас депортували. Ну, це, вибачте, це помилування, можна так сказати. Мне никто не давал возможность... Але ви різкіше виражаєтесь проти Путіна, проти окупаційної влади. Деякі громадські активісти, наприклад, Наріман Мемедімінов, він взагалі сидить за просто пост в Фейсбуці про підтримку, про зібрання, да? Тобто там жодного слова не було проти там якогось образливого. Тобто, а ви без фільтру валили на Путіна, валили на Аксьонова, але знову ж таки живий, здоровий і депортований. Я хочу сказать так, что никто... Мені це не зрозуміло. Може, ви засланий казачок? Ни в коем случае. Мне никто возможность выжить не давал. Я думаю, мы где-то, может быть, через месяц с вами еще раз встретимся, и уже появится возможность рассказать, как мне удалось спастись именно из вот тюрьмы в Краснодарском крае. Потому что они меня хотели в еще более жесткие условия, чем сидят люди в России, отправить именно в Донецк, в подвалы, потому что мне прямым текстом говорили, что вот нам сейчас приходится по обмену отдавать Асеева, и мы тебя отправим в обменный фонд. И то, что я оттуда смог спастись, это реально уникальное просто явление. И еще хотел сюда добавить, почему, допустим, мне помогало как-то, может быть, выжить вот в 2019 году после там мартинского моего перформанса. Ну, потому что я, во-первых, там очень много знал и знаю, как оно, что происходило в 2014 году, в 2015. Я еще хочу сказать то, что я знаю именно ключевой момент слома вот сакральности путинских силовиков.